Перед Генеральным консульством Китая в Мюнхене прошла демонстрация по случаю 33-й годовщины национального сопротивления, произошедшего 5 апреля 1990 года в городе Барын Актукского района Восточного Туркестана и последовавшего за этим массового убийства, совершенного китайскими солдатами. Многие уйгуры и граждане Германии приняли участие в демонстрации, организованной Европейским Восточно-Туркестанским союзом. В частности, Далкун Иса, глава Всемирного уйгурского конгресса, и Энвер Джан, представитель инициативы Ильхама Тохти. Также торжественное собрание с участием политиков, ученых, журналистов, исследователей и представителей неправительственных организаций состоялось в столице Турции Анкаре. Президент организации уйгурского движения в Вашингтоне Рушен Аббас в своем недавнем выступлении перед СМИ предложил выдать ордер на арест Си Цзиньпина по аналогии с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Интересно, что немецкая газета «Суралтер» 2 апреля выпустила заметку под названием «После выдачи ордера на арест Путина наступит очередь Си Цзиньпина». Позже газета «Блик» также опубликовала статью «Преступления против уйгуров. Правозащитники добиваются международного ордера на арест Си Цзиньпина». Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, прибывшая в Китай для обсуждения отношений между Европейским Союзом и Китаем, встретилась в Пекине с премьер-министром Китая Ля Цаном. Позже фон дер Ляйен провела трехстороннюю встречу с президентом Китая Си Цзиньпином и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Урсула фон дер Ляйен заявила журналистам в Пекине после встречи с Си Цзиньпином 6 апреля. «Мы также говорили о правах человека. Мы выразили обеспокоенность по поводу ухудшения ситуации с правами человека в Китае. Ситуация в Синьцзянь-Уйгурском автономном районе особенно печальна. Очень важно, чтобы мы продолжили наше обсуждение по этому вопросу». Китай раскритиковал Вашингтон за встречу лидера Тайваня Цай Инвэня со спикером Палаты представителей США Кевином Маккарти. Вчера тайваньский лидер встретился со спикером Палаты представителей Маккарти и межпартийной делегацией Конгресса в Сими-Вэлли, штат Калифорния. Иран и Саудовская Аравия договорились вновь открыть посольство, возобновить полеты между двумя странами и упростить выдачу виз. Накануне министр иностранных дел Ирана Хусейн Амир Абдуллахиян и министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бин Ферхан встретились в Пекине, столице Китая. Министр иностранных дел Германии Анна-Лена Бербок заявила, что европейские страны должны уменьшить свою одностороннюю зависимость от Китая из соображений безопасности. Выступая перед журналистами в Брюсселе перед встречей министра иностранных дел стран НАТО, Бербок подчеркнула, что безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе будет среди главных тем, которые будут обсуждаться сегодня.